привет! Это новая рубрика на канале YouTube Татарочки, в которой мы будем рассказывать 5 самых умопомрачительных, самых крутых, самых классных фактов из жизни известных татар, известных казахов и других тюрков. И в первом выпуске мы расскажем про татарского писателя Гаделя Кутуя. 5 самых крутых фактов из его жизни. И в ближайшие несколько минут вы узнаете, почему от него отвернулся лучший друг, из-за чего ему респектовал Маяковский и как оказался памятник Гаделю Кутую в Польше. Оставайтесь с нами! Гадель Кутой родился в Пензенской области. В 19-летнем возрасте переехал в Казань. После 1930 года писал свои наиболее известные произведения, среди которых «Неотосланные письма». Факт номер 1. Гадель Кутой рос в русскоязычной среде. Он родился в Пензенской области, учился в Самарской области, в русскоязычной школе. И даже свои самые первые стихи он написал на русском языке. И только в 19 лет он переехал в Казань, чтобы поступить в местный политехнический институт. Но очень быстро его бросил, потому что его закружила творческая жизнь города Казань. Уже через несколько лет он поступил в Восточный пединститут. Как раз таки за моими плечами уже современный пединститут, который является неким правопреемником того самого, где учился Гадель Кутой. Он в совершенстве овладевает и татарским, и русским языком, феерично выступает на публичных мероприятиях, а позже преподает татарский язык для русскоязычных студентов в строительном институте и даже учит тонкостям татарского языка местного секретаря обкома. Факт номер 2. Гаделю Кутую респектовал сам Маяковский. Как же это произошло? Во время визита Владимира Маяковского сюда, в Казань, Гадель Кутой встретился с ним лично и процитировал ему его же поэму, но переведен на татарский язык. Вообще, Кутой в самом начале своей карьеры объявил себя, тогда было так модно, футуристом. Объявил себя учеником и последователем Владимира Маяковского. Ему очень нравилось все, что он делал. До такой степени, что здесь, в Казани, Кутой создал свой левый фронт, по примеру того, что было у Маяковского, и назвал его Сул-фронт или Сулф. Сул – это левый на татарском, если кто-то вдруг не знает. Так вот, Кутой вообще любимец публики. Всех шокирует так же, как и делают это футуристы в Москве. И когда сюда приезжает Маяковский, естественно, он не может не встретиться со своим кумиром, со своим любимым поэтом. Произошло это все вот здесь, в гостинице «Казань», которая находится на улице Баумана. Вообще в этой гостинице останавливались многие известные люди, которые приезжали сюда, в Казань. И вообще это здание одно из первых, где в Казани появился теплый туалет и водопровод в номерах. Так вот, приезжает Маяковский, с ним встречается Кутой, читает ему его же поэму на татарском языке и даже остается в памяти поэта до такой степени, что когда Маяковский пишет стихотворение одноименное под названием «Казань», он пишет такие строчки: «Входит татарин, я на татарском вам прочитаю левый марш». Но это не единственное произведение, которое Кутой перевел на татарский. Вообще он много чего переводил, но нужно еще сказать, наверное, о известном таком произведении «Песнь о буревестнике». Его написал Горький. И когда Горький приехал сюда, в Казань, уже будучи известным писателем, Кутой с ним также встретился и передал ему печатный вариант «Песни о буревестнике», переведен на татарский язык. Факт номер 3. Гаделя Кутуя предал лучший друг. Гадель Кутой и Хади Такташ были достаточно близкими друзьями, до такой степени, что у них даже были свадьбы в один день. В смысле, это были две разные свадьбы. Хади Такташ женился на Гульчихре, а Гадель Кутой на своей первой жене Газзе. Газзя ее звали. Свадьбы у них прошли в один день. После этого они очень часто ходили друг к другу в гости. Особенно часто Хади Такташ приходил в гости к Гаделю Кутую. Он даже говорил: не удивляйтесь, что я каждый вечер у вас. Просто хочу удостовериться, что ваша совместная жизнь будет очень удачной. У Такташа и Кутуя был такой договор, что тот, кто проживет дольше, придет на могилу друга и кинет горсть земли. Но жизнь такая штука, что этому уговору не удалось сбыться. Все потому, что в 30-е годы друзья, даже раньше, до этого времени, друзья
поссорились. Из-за чего? Башкирский писатель, которого звали Тухват Чиникай, но это имя вам ни о чем не скажет, написал письмо в известные органы, которые находились вот здесь, вот на Черном озере, и обвинил татарских писателей в сговоре, в какой-то контрреволюционной деятельности. И именно по этому письму Гадель Кутуй был арестован. Как это водится, начались в газетах разные статьи, которые очерняли Гадель Кутуя, а его лучший друг Хади Такташ в это все поверил. И когда Такташ умирал, а умирал он от тяжелой болезни, от тифа, Гадель Кутуй хотел к нему прийти проститься, но Такташ был против. Вот так вот и закончилась эта великая дружба. Факт номер 4. У Гаделя Кутуя была жесткая зависимость от чая. Такой факт из его жизни. Он работал на радио. Тогда он уже был женат на своей жене, второй, ее звали Галиме, и он ей говорил: «Галиме, минем койтуга шейхуй». У них был такой семейный секрет. Гадель Кутуй работал на радио, и на словах «до свидания, товарищи» его жена должна была ставить самовар у себя дома, и как раз к тому моменту, когда самовар закипал, Гадель Кутуй доезжал до своего дома, и они уже рахатлянып, утрып, шейлер йосап, перемешлер ошап, шейши бутралары. Вообще, многие его друзья потом уже в своих воспоминаниях писали, что его жена Галиме делала умопомрачительные перемеши, и Гадель Кутуй их даже называл целебными. Семья, в которой росло 3 детей, жила максимально скромно. Многие современники его говорят, что у Гаделя Кутуя даже не было зимнего пальто, а в доме у них вместо кровати был обычный соломенный матрас. И еще такой интересный факт. Гадель Кутуй и его жена Галиме дружили близко с актрисой татарского театра Фатимой Ильской и очень часто ходили к ней мыться в ее ванную. Многие тогда ходили в баню, а вот писатель со своей женой ходили к своей подруге. Кстати, вот именно в этом доме Фатима Ильская и жила очень много лет. Факт номер 5. В Польше стоит памятник Гаделю Кутую. Даже в Казани нету памятника Гаделю Кутую, а в Польше он есть. В 1942 году Гадель Кутуй уходит добровольцем на фронт, поскольку началась Великая Отечественная война. Он участвует в битве за Сталинград, его ранят, и он возвращается в Казань в краткий отпуск. И тут Союз писателей предлагает за него похлопотать и оставить его в Казани. Но Кутуй не соглашается, возвращается на фронт, но возвращается он уже не солдатом, а корреспондентом газеты «Красная звезда». Газета выходила на татарском языке. Вместе с фронтом Кутуй доходит до Польши и День Победы уже встречает там. Но весной 1945 года он очень сильно заболевает, и в июне 1945 он уже оказывается в больнице. По одной из версий он заболел туберкулезом, по другой версии он заболел воспалением легких. И оттуда, из больницы, он пишет письма своей семье, своей жене и 3 детям. Кстати, вот в этом доме, который вот за мной по улице Муштари, 33-й дом, здесь они некоторое время жили всей семьей. Так вот, он отправляет такие письма с фронта. «Я прощаюсь с тобой, малыш, навсегда. У меня железная каталка, и вот скоро полмесяца, как я лежу на раскаленных звездах. Больше нет сил, от меня будто отдираются тяжелые шары и уходят вверх». Кутуй был похоронен там, в городе Сгеш, в Польше. И через некоторое время его сын Рустем Кутуй и его жена находят его могилу. Это было уже намного позже, в 1961 году, и там они ставят памятник писателям. И периодически приезжают туда и проводят встречи, которые посвящены их отцу, их мужу Гаделю Кутую. Это была новая рубрика на нашем канале. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, что нового узнали, про кого хотели бы еще узнать самые классные, самые умопомрачительные факты. А еще самое главное, если вам нравится то, что мы делаем, и то, что выходит на этом канале, обязательно подписывайтесь на нас на Патреоне, помогайте нам рублем, и выпусков станет больше, и они станут только лучше.